сначала узнаем, какие способы уже есть, наверное. Богдан Каминарец, преподаватель по информатике столичной гимназии номер 62. Он специально записался на семинар по повышению квалификации по таким направлениям, как робототехника, инженерия и, конечно, программирование. По его словам, подобные внеклассовые занятия помогут развивать в школьниках аналитическое мышление и творчество. Ну, если мы говорим об общеобразовательных школах, то я бы все-таки повысил часы именно технических специальностей в плане информатики. Сейчас, например, в 8 классах есть программирование, изучается язык Python, но, к сожалению, 1-2 часа в неделю это довольно-таки мало, если мы говорим о именно направлении программирования. Возможно, включить более дополнительные часы, может, не обязательные, какие-то кружки и так далее. Обучение проведут эксперты из различных регионов Российской Федерации при содействии Департамента образования мэрии Бишкека в рамках партнерского соглашения некоммерческой организации «Лаборатория инженеры будущего» и школа-гимназий номер 24 имени Аллы Тукумбаева. Здесь участвуют педагоги дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций. Сегодня состоится первый тренинг, в котором у нас принимают участие эксперты из города Красноярск Российской Федерации, которые будут обучать наших педагогов именно STEM-образованию, а в частности робототехнике. У нас участвуют более 80 педагогов, которые разделены на 3 группы и которые будут полностью 3 дня работать, уже полностью вовлекаться и как бы в этот процесс. Будущие тренеры познакомятся с новыми образовательными конструкторами, этапами формирования команд по робототехнике и правилами участия в соревнованиях. Для этого тренеры из России разработали специальную программу по обучению. Кроме этого, участники обучающего семинара получат навыки инновационных решений в таких направлениях, как инженерное проектирование и моделирование. Курсы повышения квалификации, в состав которых входит несколько направлений, по которым мы работаем с педагогами. Это инновационный проект. Учим технологии, каким образом, в принципе, проектирование происходит и как инновационный проект, он формируется и получается у команды для того, чтобы принять участие в соревнованиях национального чемпионата. Вторая составляющая – это дизайн робота и игра роботов, где идет моделирование, конструирование, программирование робота для того, чтобы выполнить определенные миссии на поле и набрать максимальное количество баллов. И третье – это основные принципы, как мы их называем, это командообразование, то есть где, как сформировать команду, как сделать ее путь успешный. По итогам семинара-тренинга все участвующие педагоги получат сертификаты о повышении квалификации. Тренинг продлится до 29 августа, и кроме учителей, обучение будет проводиться и для работников Департамента образования и руководителей детских садов. Ирмек Куренкеев, Миримбек Джуспекулу, ЛТР Бишкек. Вот смотрите, у кого-то вижу нос. Скажите, пожалуйста.